Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто следит за проектом «Мы вам покажем». Сегодня я нахожусь в гончарной мастерской Той Арт. И поговорим мы сегодня о производстве национальной посуды. Действительно, национальная посуда – это просто уже не бренд, это не элемент декора вашего дома, а это настоящее семейное наследие. Все это производят у нас в республике, ну а как, мы узнаем сегодня. И меня уже ждет заведующая гончарной мастерской. И, собственно, мы начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам немного о вашем творчестве, о вашей ежедневной работе и какую посуду сегодня вы производите. Так, мы производим из местной глины, получается. Мы ее добываем на Намцирском тракте. И вот с помощью гончарного круга уже создаем наши уже давно позабытые, вот, допустим, камелек, то, что у нас в очагу используется, ну, очаг, как печка идет, да. Вот, с помощью вот гончарного круга мы создаем нашу, как уникальную традицию. Получается, это у нас утильный обжиг, он обжигается в 950 градусах 6 часов в нашей муфельной печке, и получается такая вот керамическая посуда. Ее можно обработать несколькими способами. Есть способ самый простой и древний, и, как сказать, более полезный, это молочение. Это получается, мы окунаем уже обожженное изделие в молоке с сахаром, чтобы оно приобрело такой приятный оттенок дерева. Да. Вот такой, да? Да. И вот для чего мы это делаем? Для того, чтобы наша посуда не протекала. Керамика сама по себе она пористая, поэтому есть вероятность того, что жидкость будет протекать. И с помощью молока мы забиваем все поры, и, соответственно, можно уже использовать. Очень интересный процесс, о нем мы, кстати, поговорим чуть позже, поэтому если вы хотите узнать, что же такое молочение, а самое главное, как это все происходит, оставайтесь с нами. То есть вот так, когда посуда вот такая матовая, это просто для красоты, правильно? Да. Есть второй вариант обработки, это получается глазурирование. Вот это уже 100% можно использовать в наших столовых, в ресторанах, получается, ну, стандартная обработка посуды. Ну да, это уже... Да, вот это уже жидкое стекло, понятно. Обрабатывается, там окунается кистью и так далее. И третий вариант? И третий вариант, ну как, абсолютно без никакой обработки. Глина же, как видите, имеет разный оттенок, от желтого к розовому, есть даже черная глина. Да. Вот здесь мы видим красивые ваши работы, это вот тот самый эффект молочения, да? Вот. Да-да-да. Обратите, можно даже спутать визуально с деревянными, да, с деревянной посудой. Выглядит как будто бы дерево. На самом деле это все глина. Здорово. Ну и мы не будем томить наших телезрителей, немножко поговорили о различных вариантах, да. Ну а теперь давайте посмотрим, с чего же все начинается. Посмотрим. Пойдемте. Вот здесь мы обрабатываем глину. Глина, она в изначальной форме, она бывает и сухая, и жидкая. И она проходит несколько этапов очищения. После очищения она приобретает и после сушки обретает вот такую пластичную массу. Можете потрогать, она Вот такая это мягкая. Необходимо отметить, что за глина, где вы ее добываете, потому что ведь это немаловажно. Мы добываем ее в Намцирском тракте. И сейчас ожидаем одобрения, получения на добычу в Верхнеглюйском улусе. То есть это Намцирский тракт. Намцирский тракт. Это уже, считай, иссякший источник с советских времен. Вот там мы пока добываем, но есть же такая составляющая, как качество глины. Ну, соответственно, в Верхнеглюйском районе мы нашли более качественную глину. Вот так, так что скоро будет. А цвет, вот это ее натуральный цвет, или вы что-то добавили, что она стала вот таким именно? Нет, это зависит от того, где мы ее добыли, получается. У верховьев реки она бывает красная, розовая. Ну, вот где мы добываем, она больше изначальная форма вот такая синенькая бывает, или розовая. А что насчет вот плотности, да? Ведь сейчас глину-то можно приобрести и в магазинах, да, и импортного, да, производства Все и это так далее. добивается во время обработки. Глина должна быть жирной, чтобы она была пластичной. Допустим, мы сделали жгут и смотрим, она рвется или не рвется, поэтому определяют жирность глины. Поэтому обработка очень важна. Допустим, намцирскую, если ее саму взять, неочищенную, вот так сделаешь, она прям порвется. Вот это как мешает песок и другие составляющие тоже.
То есть, а здесь она после нескольких этапов, да? Да. После нескольких этапов очистки, в данный момент это у нас делается все вручную, через ситечко. То есть и вот так, далее. да, как, наверное, в старые добрые времена, да, то есть вы просеиваете, да, все через несколько сито, раз. Ага. и выходит вот такая качественная уже глина, да? Мгм. Вот, мы ее вот получили, и вот взяли и сделали. Нет, так не идет, дело не пойдет. Ее надо сначала размять хорошенько. Для этого есть несколько методов, получается, вот. Просто так ее пожамкаешь, так не получится. Из нее должен выйти воздух, и текстура должна быть везде одинаковая. Поэтому мы ее размешиваем. Вот, видите, как ракушка. А как Она долго вообще? крутится, крутится, и из нее весь воздух уходит. Ну, примерно вот получается. такой кусочек глины на эту обработку, сколько вы днями ее так Нет, мы мёте или нет? выделяем один день на очистку, второй день на обработку, третий день она пока сушится, и уже на четвертый уже. Ну, это долгий процесс. очень, Долгий да. процесс. Вот видите, а вроде бы увидел на витринах в магазине, ну, стоит камелек и стоит камелек, да, вроде бы как будто бы все очень просто. На самом деле это очень трудоемкий процесс. Значит, вот так вы весь воздух выпускаете. Да, и прихлопываем. Вот когда прихлопываете, там тоже можно видно, ну, как пузырьки лопаются тоже изнутри. То, что снаружи осталось, мы от этого избавляемся. Вот. Получается, вот это у нас уже готовая заготовка. Ну, как уже можно работать ею. Сейчас можно пройти на гончарный круг и уже попробовать сделать изделие. Пройдемте. Мне сказали засучить рукава, потому что, видимо, сейчас будет работа немножко грязная, да? Итак, глина уже готовая, вот обработанная, да, вся правильная, правильной консистенции глина. Дальше мы работаем здесь, да? Для начала работы у нас поверхность должна быть как минимум сухая, чистая. Ну, вот это вот прям сильно не мешает. Круг у нас работает, вот, получается, включается, можете сами попробовать. Вот. А скорость, да? Регулируется. Окей. Какую задаешь, так и стоит. Максимальная скорость и выключение. Вот. Сейчас берем комочек и прям кидаем в центр. Прям очень сильно. Можно двумя руками, можно одной рукой. Попробуйте, чтобы она прям прилипла. Ага, все. Прилипла. Схватилась. Вот видите, она была не в центре, поэтому я ее немножко пододвинула. Включаем на полную мощность. Включаем. Руки замачиваем по кисти, прям по кисти. И Вот капаем, так? да, и капаем прям на комочек. И уже Что делаем? уже чувствую. О, Она крутится. Пока не давим, руки убираем. Главное правило, руки должны опираться, должна быть точка опоры. Вот чуть-чуть, да? ага. Так, Вперед так, отодвигаемся. точка опоры. Точка опоры. Без точки опоры она будет у вас так остаться. Бегать, ага. Да. Так, Второй хорошо. раз замачиваем руки и комочек тоже. Сейчас будем делать центровку. Опускай. Да-да-да, можно трогать. А, Локти не забываем, Ой. про точку опоры. Видите, она бегает. да. Сейчас мы ее сделаем, Ой, мамочки. отпускаем. Видите, как она разглаживает сразу? Да. Еще и раз. выше стало. Да, еще размачиваем. Еще раз. Размачиваем. Прям сильно можно. И И заново тоже. зажимаем сильно. Да. Вот. Отпускаем. Изначально гончары это же были мужчины. Тут нужна недюжинная сила. Да, я уже заметила. Да. Так. Вот ее немного приподнимаем. А, кстати, мы это делаем не просто посуду, да? Мы Да. делаем камелек, да? Вот сейчас я чуть-чуть приподняла, мы сейчас ее будем опускать. Для чего мы это делаем? Когда она крутится, и когда мы ее зажимаем, из нее тоже выходит вот лишний воздух. Она собирается в центре внутри, и потом вот тут выходит. Поэтому мы ее несколько раз поднимаем, ее можно прямо услышать, она тут лопается. Да, что? Воздух, да. То есть представляете, сколько много воздуха в кусочке глины. Хотя визуально кажется, что там все очень даже плотно. На самом деле воздуха там очень много, да? И вот лишние элементы убираем тоже. Сейчас берем правую руку. Вот у вас же есть вот тут выемка. Да, есть. Чуть-чуть держим ее. Да, приятные такие, знаете, ощущения.
Но не зря же говорят, что работа вообще с глиной – это такой антистресс, да? Сидишь спокойненько себе, да? Умиротворение такое. Отпускаем. Так. Вот видите, как она не спустилась. Сейчас она у нас уже достаточно плотная. Берете двумя руками и делаете вот выемку. Ну, как вглубь идем уже. Делаем полость. Давайте вместе. Раз, два, три. Идем, Ой, как. идем. И моментально у нас появилась та самая Отпускаем. полость. Отпускаем. Да. Смотрите, Мы сейчас сделали вот полость, получается. Сейчас нам надо будет поднять стенку. это будет очень сложно, да, наверное, потому что… Давайте вместе сделаем. Давайте. Что надо Я делать? буду изнутри держать. Получается, это мы выдавливаем глину лишнюю вверх, и она идет уже в высоту. Каким пальцем? Можно средним пальцем. Давайте вот так возьмете средний палец, я вам буду помогать. Вот. Надавливаем. И она вырастает, да? И, кстати, чувствуешь здесь вот эти маленькие детали. Частицы. Да, частицы какие-то. Вот у нас уже получилась форма камелька. Как видим, остались следы пальцев. Вот у нас есть деревянный стек. Очищаем. Вот так держим, видите, у нас тут. Дырочки есть. Так держим наискосок. И вот убираем лишнее. Ой, как много. Это мягкая, уже ненужная глина. Это А, уже, размокшая. да, она уже идет на переработку вместе с водой, которую мы только используем сейчас. Все, разгладили. А, это вот от того, что мы жидкость немного, да, наносили, это уже она Да. просто будет сползать. И вот Да. этот слой нужно снять, да? И вот после нас будут же работать, получается, художники, и им вот это как раз размокшая глина будет мешать. Поэтому все убираем. Руки очищаем. Губочкой можно. Так. Так, я включаю круг, вы включаете фен. Вот наверх нажимаете. Это я могу. Да. Нет, Просто так делать? нет. Она же, Вниз? получается, да, крутится, и она так быстрее высыхает. Вниз, вверх, вниз, вверх. Достаточно. Достаточно? Включаем и убираем. Так, выключаем наш круг. Берем, Посмотрите, какая гладкая, практически идеальная поверхность. берем срезку. Это как на профессиональном языке. Это как проволока идет. Держим, ставим и к себе тянем. Ну, чтобы срезать изделие. Я вам буду помогать. Давайте. Так, не спешите. Придавливаем прям к кругу. Раз, два, три. Опа. Готово. Сейчас у нас внутри должно быть небольшое количество жидкости, поэтому берем и разливаем прямо сюда двумя руками. Ой, а я Берем. не сломаю? Нет. Оп, и выливаем. Опа. Все. Поглядите, посмотрите. Наш камелек практически готов. Все гениально просто, дорогие друзья. Главное попробовать. Ну а самое главное, после вот этого процесса удивляешься, насколько это, знаете, приятное занятие. Действительно. И вот визуально это все очень красиво. И вот прочувствовать все это обязательно надо. Поэтому каждый из вас просто обязан попробовать хотя бы раз поработать с глиной. Ну а мы движемся далее. Так, подсушили немножко наш камелек. В принципе, форма идеальная. Да, она идеальна. Идеальная, скажем так, да. Что мы дальше делаем с этой поверхностью? И, конечно же, каков процесс-то дальше? Сейчас мы уже будем делать, получается, вот переднюю часть камелька. Ну как, это же у нас получается печка. Выбираем ту часть. Мы же видим то, что она сверху неровная. Это как раз нам будет очень полезно. Вот эта выступающая часть будет лучше функционировать для того, чтобы функционировал воздух и вытягивал, ну как, пламя наверх, да. Даже так, да? Да, вот эту часть, получается, она будет задняя, а вот это уже передняя. То есть то, что пониже спереди, то, что повыше Да. позади. Окей. Так, и главная часть, не забываем вот эту нижнюю часть. Видите, она как с выемкой, чтобы когда вы будете ее использовать, ставить огонь, чтобы она поверхность не обжигала.
Поэтому должна быть вот такая выемка, смотрите. Вот. Ее вот нежно-нежно продавливаем. Можете сами. Да, Ой! Чуть-чуть совсем, да. Мгм, Продавили. мгм. Достаточно. Вот. Теперь Потом я- можно продавить так, что потом дырка будет в камельке, да? И такое тоже бывает. Какие такие камельки бывают, да? Так, сейчас смотрим спереди, находим центр и уже вырезаем. Все очень дальше просто. Дуга должна быть, да? Мгм. До конца прям Куда до конца? нажимайте ножик. Вообще уже. Вглубь. Мы же вырезаем уже ее. Так. Осторожненько. И внизу так. Из-за этого уголочек не очень красивый. Ничего страшного. Все, мне кажется, дверь слишком большая уже. Ой, не дверь, а что это? Ничего. Вход в камелек. Так. Её выравниваем. Хорошенечко. Вот. Верхняя часть у нас стала более квадратная, да? В стандартных камельках она у нас как полукруглая. Вот. Видите? Тут еще надо все-таки знать основы, да, какие-то. Знать, как, может быть, эпос, да, народа Саха, чтобы понимать. Вот у меня был бы квадратный. Остальное все замечательно. Видели вы мой первый камелек? То есть там все было иначе, да? Вы уже сколько лет работаете с глиной, если взять в целом? Уже больше года. Так, Дальше у нас идет уже декор. Видим, какие узорчики. да. Это делается с помощью наших специальных инструментов, стеки железные. Это у нас фигура лассо. Давайте я вам доверюсь пока что. Ну, первую часть я вам покажу. Начинаем сверху, чтобы равномерно уже спуститься по бокам. Берем и вот выбираем. Сильно не надавливаем. Вот то, что остаются маленькие шелушения, они в процессе высыхания уже сами спадают, поэтому Ничего страшного. сильно переживать не стоит. Вот, тоже убираем. И так дальше идем. Вот уже получается. Видите как? Очень красиво у вас получается. Можно тоже вот так держать, Так. как вам удобнее будет. Еще чуть-чуть посильнее. И вот в губочку все это убираем. Так. Мгм. Ой, не дотягиваю я. Немножко. Уже держимся вот плавной линии. Тут. Самое главное доделать и увидеть готовый результат. Вот это вот не очень красиво. Можно я ее так заделаю? Можно, потому что сейчас она еще более-менее сырая, но ее придерживаем изнутри, чтобы она не деформировалась. Пусть она так чуть-чуть подсушится, потом уже к ней вернемся. Да? Сейчас уже тоже попробуем. Те же движения. Видите как? Только подлиннее и чуть-чуть поглубже. По окружности вот этой. У меня тоже уехала куда-то в сторону. Но это первый камелек. Он не должен быть идеальным, да? Так, вы сказали, откуда начинаем? Можно спереди, чтобы равномерно тоже распределить. Центр находим, делаем первый глубокий. Сюда? Мгм. Ой, мамочки. Ой, сильно глубокий. Очень глубокий. Ничего страшного. Это у нас идет декорация, на функционал она абсолютно не влияет. Поэтому дальше делаем. Вон уже как получается. Да, уже. Волнительно, конечно, это все. А самый необычный заказ есть в памяти? Что делали? Это у нас фигурки. У нас работает
ну как, у нас есть сотрудник Евгений, в данный момент его нет. Он у нас, получается, скульптор. Он с образованием инженер-строитель, и он делает вот индивидуальные заказы по фигуркам. Мы делали и девушку с парнем в Якутском национальном одеянии, и вот Чисхана тоже делали. Все из глины, да? Да, все из глины, глазурировалось и так далее, оформлялось. Красота. Так, вот какая она у нас получилась. Мгм. Похоже же? Очень похоже. Сейчас видите, как у нас самая сложная часть. Нам надо сделать узор спереди. Это у нас обычно обереги. Ага. Вот у нас оберег. Нам надо будет его повторить. А это мы делаем с помощью другого уже инструмента. Сейчас подготовим учебную глину, скажем так. Так, а вы сделаете, а я с дырочками доработаю. Так, наверное, попросим девочек-художников сделать быстренько нам арсхал. Так, где, на нашем камельке сразу? Да, действительно, здесь нужна рука настоящего художника. Так, наши буквы. Якутия цифр нет, придется вручную. Хорошо. Итак, наш камелек практически готов, да. Декорирование на финальной стадии. Благодаря художникам у нас появился оберег, ну, либо харисхал. Здесь у нас на самом верху нашего камелька, да. Дырочки выполнены все собственноручно. Можно И, вот посмотреть. да, посмотрите, какая качественная работа, какова красота. Так, и дальше? Дальше мы вот специально для вас можно вот сделать надпись Якутия 24 специальными буковками. А тут уже попроще. Да, увековечим наш Вот телеканал. нас А куда ж мы? Вот так по кругу или куда? Можно вот задней части обычно пишут, либо вот сбоку. Можно потренироваться тоже на кусочки сначала. Так, Як нашли. так, ну-ка, буква Я. Ой, ее не размачивай. Ой, я уже понаделала тут. Так, вытрем. Ну тут так делаем просто Я. Так, а как это же она должна быть по центру? Да, на глаз можете определить. Да. Главное, чтобы с задом напрямую. Нет, ну если у нас так, Якутия 24, где-то здесь должна быть. Так, Можно в буква. руки взять, так будет удобнее. Да, я хочу показать. Так, буква Я. Просто прижимаем. Смотрим. Ой. Есть. Я. Буква К. Буква К. Есть. Ой. Буква У. Да, желательно изнутри. Вот я уже поняла, что там немножко. Так. Извините, но это лучше развернуть, потому что это действительно вроде бы легкая штамповка, но на самом деле руки тоже дрожат. Ику. Так, а и как так или так? Вот тут попробуем. Так или не так? Так, да? Сейчас вверх тормашками возьму. Правильно? И Я. Вот она. Я так понимаю, так. Ну, не так, Нет? а так, все так. Да. Итак, надпись Якутия на нашем камельке уже есть. Необходимо теперь добавить цифры 2 и 4.
Нам сказали, это надо делать вручную, правильно? Мгм. Так, подождите, подправим. Очень часто люди делают в подарок именно камельки и так далее. Ну да. Допустим, приходят мамы и для своих детей, допустим, в день свадьбы, до свадьбы, вот заранее приходят и сами делают прям камельки, чтобы использовать уже в обряде алгыса. Как символично, да? Мгм. И потом он останется на всю Да, на всю жизнь, жизнь. как память, да? Да, его можно будет уже использовать при очищении дома и так далее тоже. Так. Мгм. Так и так. Мгм. Поглядите. Якутия 24. Да, вы хотите посмотреть на мои, наверное, цифры, но не совсем идеальные. Но, как сказал специалист, который находится рядом со мной, это первый камелек, погрешности возможны. Итак, далее этот камелек отправляется. В печку до обжигания оно сушится 3-4 дня. Оно должно высушиться в естественной среде, где нет большого движения там, воздуха и так далее. Чтобы, если она будет прям резко высыхать, то она может лопнуть просто-напросто. То есть сначала еще сохнет 3 дня, и только лишь потом в печь Да, обжигается и обжигается, и выходит уже вот такой готовый продукт. То есть наш камелек будет выглядеть примерно так. Но, к сожалению, в рамках нашего эфира мы не можем показать весь этот процесс, но я думаю, вы нам поверите, что это будет очень красивый, а самое главное, сделанный с любовью камелек, который будет освещать нашу ежедневную работу в офисе. Спасибо вам большое, замечательная у вас работа. Конечно, я даже вам немного завидую, действительно, потому что такая профессия и такое даже, вы знаете, хобби, увлечение, и все в одном месте дорогого стоит. Всего вам самого доброго, ну а с вами мы увидимся уже скоро. До новых встреч!